Мы не говорим о крымско-татарской автономии, мы говорим о национальной территориальной автономии. Эти автономии создаются по той причине, что на той или иной территории проживает коренной народ. Вот Крымская автономная республика, автономная Советская социалистическая республика в 1921 году создавалась именно потому, что там был коренной крымско-татарский народ. А когда он был депортирован, вполне понятно, не было необходимости в этой автономии тоже, ее тоже ликвидировали. Говоря о национальной территориальной автономии по признаку того, что там есть коренной народ, это вовсе не означает, что, скажем, права какого-то народа будут выше, чем других прав, только потому, что они принадлежат той или иной национальности. Речь идет о том, что в этой автономии должны быть механизмы, которые гарантируют, защищают права коренного народа, скажем, функционирование его языка, адекватное представительство во всех ветвях власти для защиты своих интересов, но не для того, чтобы диктовать свои интересы кому-то. Поэтому многие вот эти предположения, что там будет чуть ли узурпация власти крымскими татарами, они безосновательны. Просто надо хорошо информировать людей. Ведь, скажите, во всех Российской Федерации сколько существует республик? И, скажем, автономная республика, ну, сейчас она называется не автономная, это Республика Татарстан. Там в Конституции записано, что Республика Татарстан образована там в порядке реализации права татарского народа на самоопределение. То же самое и в отношении Крыма. Там в Российской Федерации много республик, где коренной народ составляет меньшинство. Вы знаете, Башкирию, там, Карелию. Но опять-таки она существует только потому, что и носит название этого народа, потому что там есть коренной народ.